Количество информации из Грозного сегодня сравнимо с декабрьскими днями 1994 года, когда федеральные войска штурмовали чеченскую столицу. Сегодня они обороняются. До середины дня из военных источников поступали сообщения о том, что необходима помощь, а ее нет. По словам Василия Власенко, руководителя пресс-центра представительства России в Чечне, оно, кстати, уже уничтожено боевиками. Федеральные силы не владеют ситуацией в Грозном, а помощь из Ханкалы и Северного не может пробиться к правительственному комплексу. Первый заместитель министра внутренних дел Чечни Плугин сообщил Интерфаксу, что при обороне райотделов милиции дело доходило до рукопашных схваток. Но исход битвы за Грозный решат более современные средства вооружения. И тут очевиден перевес федеральной стороны, которая пустила в ход авиацию, артиллерию и бронетехнику. Понятно, что в сражении за Грозный сегодня последнее слово будет за военной мощью. Но цена этой, если можно так сказать, победы – сотни убитых и раненых. С хроникой сегодняшних событий в Грозном Алексей Кандулуков. Всю прошедшую ночь и этот день в Грозном идут ожесточенные бои, каких не было здесь с января 95-го. Боевики штурмуют здания ФСБ, МВД и правительства Чечни, которые находятся практически на одном перекрестке в центре города. Там же гостиница, в которой оказались окруженными российские журналисты, несколько женщин и ребенок. Как стало известно из военных источников, боевиками, штурмующими правительственные здания в Грозном, руководит Шамиль Басаев, который выходит в радиоэфир под псевдонимом «Спартак». План спецоперации на территории Грозного, Аргуна и Гудермеса имеет несколько этапов. Сейчас ведется активная подготовка к началу второго этапа проведения операции. Пока приказа от Моссаду о началу второго этапа не поступало. Кроме того, могу сообщить, что вчера в Грозный вошла еще одна группировка чеченских правительственных сил с Юго-Западного фронта численностью до 200 человек, которые находятся под командованием Руслана Гилаева. Сегодня на рассвете с северо-западного направления выдвинулась группировка численностью до 150 человек, вошла в Грозный, который командует другой командир по имени Исмаил. С юго-восточного направления вошла группировка численностью до 250 человек, которая находится под общим командованием командира по имени Ислам. Сейчас, по нашим данным, в Грозном насчитывается до 4000 бойцов правительственных сил Чеченской Республики, которые имеют на вооружении 2 танка, 6 БТРов, большой запас боеприпасов, захвачено в ходе боев в Грозном. Особенно жестокий бой шел сегодня за здание ФСБ. Есть сведения, что из 100 находившихся там сотрудников госбезопасности в живых осталось только 30. К полудню боевикам удалось захватить почти полностью сгоревший дом правительства. Сепаратисты сообщили, что они обнаружили там 2 бункера, в которых находились члены высшего официального руководства Чечни Амин Осмаев и Руслан Цакаев. В середине дня, после нескольких неудачных попыток, одна российская бронеколонна наконец смогла прорваться в центр города. Однако 2 танка из 5 были подбиты сепаратистами. Жаркий бой шел также у железнодорожного вокзала и моста через реку Сунжа. Это тоже в центре города. Из штаба российской группировки стало известно, что федеральные войска потеряли за 3 дня боев в Грозном 120 человек убитыми и 400 ранеными. 50 человек пропали без вести. Только за минувшую ночь погибло 10 российских офицеров. Сейчас федеральное командование пытается переломить ситуацию в городе. К центру продвигаются штурмовые отряды, составленные из бойцов российского спецназа. Буквально метр за метром они отвоевывают город у боевиков, которые успели подготовить огневые засады, снайперские точки и заминировать дороги. Только за этот день военные обезвредили 25 фугасов. Судя по радиоперехватам, сепаратисты уже разработали пути вероятного отхода из города в сторону селений Старой и Новой Атаги и далее на юг республики. Под контролем боевиков остается Аргун и, возможно, Гудермес, второй по величине город Чечни, где сепаратистам сегодня удалось поджечь здание ГУВД. По мнению военных разведчиков, в этой операции в Грозном боевики задействовали буквально все свои силы, более 3000 человек. Около 300 они потеряли убитыми, так полагают военные. Алексей Кандулуков, телекомпания НТВ. В последние часы к операции в Грозном должны были быть подключены отряды спецназа. Они, вероятно, и будут освобождать журналистов, которые уже 3 дня блокированы в здании гостиницы. Все они пока живы и здоровы. Среди них находится специальный корреспондент Радио России Владимир Трушковский и спецкор РИА Новости Василий Дьячков. Вот что они передали час назад в Москву. Я передаю свою корреспонденцию по телефону Радио России, которая осталась единственной ниточкой, которая связывает нас с большой землей. Мы здесь отрезаны от всего, идет минометный обстрел, по городу ездит 1 танк боевиков, который также обстреливает наше общежитие, которое называют гостиницей. Есть 2 прямых попадания танкового снаряда и 4 попадания минометов.
за прошлую ночь. Эта ночь обещает быть еще более жаркой, так как боевики сожгли здание Дома правительства. Сегодня они обещают сжечь здание Дом, где расположена ФСБ. Следующая очередь наша. Мы постараемся, конечно, продержаться, но от нас, к сожалению, мало что зависит. Если бы кто-то из властей могли бы договориться вывести нас отсюда хотя бы завтра, мы были бы благодарны. К сожалению, по этому помещению сейчас бьют минометы, летят, иногда попадают сюда пули, поэтому я долго говорить не могу. Василий Дичков, Грозный, специально для НТВ. Всего вам доброго, до свидания. Россия начинает мастить своими руками дорогу к новой революции. Так уже было. Поражение в Цусимском бою, позор 16-го года, и вот теперь день национального унижения Грозного. Сегодня нам не хватает мужества, чтобы приспустить государственные флаги. Как не хватило терпения пересчитать списки погибших и искалеченных. Но трудно поверить, что граждан России покинул инстинкт самосохранения. Мы отслеживаем сегодня все ходы и все те базы, которые создавал Дудаев и продолжает создавать на юге в горах. Я думаю, Павел Сергеевич зима позволит вот там-то уже поработать по полной схеме. И миротворцы в Москве, я думаю, не помешают нашему министру. Боевые действия в Чечне, вот такие активные, которые они велись 31 числа, по сути дела, неделю назад, а где-то 3-4 дня назад закончились. Вот сегодня уже докладывают практически тихо. И армия с поставленной перед ним задачей справилась полностью. Чечня обладает слишком маленькой территорией для того, чтобы производить маневр силами и средствами, вести перегруппировку. Горы хорошо доступны для нашей авиации, для нашей артиллерии, для того, чтобы уничтожить базы боевиков. Не имея постоянной подпитки, оторвавшись от социума, боевики, естественно, долго не выдержат. Организованное сопротивление, оно уже не носит такого масштабного характера, а работать по отдельным группировкам нам еще какое-то время придется. Я уже отдал приказ всем подразделениям начать широкомасштабные боевые действия. Никаких разговоров. Война будет продолжена до победного конца. Вот часть территории, где сейчас они, боевики, скопились. И жители, кстати, сейчас усиленно с ними ведут диалог, жители ведут о том, чтобы они образумились. По нашей оценке, некоторые оценки некоторых служб, там их около 2000, но с наемниками, естественно. И сам Шамиль готов сдаться властям. Это о многом говорит. Назреет момент, будем атаковать, но уже не Москву, а Западную Европу, которая санкционируется вместе с Россией. На данный момент ситуация полностью контролируется в городе. В республике во всех населенных пунктах никаких происшествий не было ни вчера, ни сегодня. Армия сотни раз спасала Россию. Сегодня, возможно, тот единственный день, когда Россия должна спасать свою армию. За 2 года мы должны были это понять. Эти 18-летние юноши за Россию умирали, и умирали с улыбкой. Им нужно памятник ставить, а их опорочат. Неужели нам дороги только памятники? Вадим Бусканов, телекомпания НТВ.